Ты сегодня кушал в школе? Нет? Почему? Там все остывшее. Остывшие там? Аделина Фархутдинова каждый день интересуется, чем питался ее сын. Амин в этом году пошел в 1 класс. После садика тяжело привыкнуть к холодной пище, к остывшей. Ну, видимо, потому что детей много, не успевают, чтобы горячее все было. Пока не ест. Есть такие же в вашем классе, кто вот так же не кушает? Да, есть. По словам Амина, дома кормят лучше. В школе предпочитает есть всухомятку. Невкусно, еще остывшее все. Остывшее все. Вообще ничего не ел? Хлеб и компот. Ты все сегодня кушала, Риана? Что кушала сегодня? Вон тебя Я- снимают. Кушала макароны. А бывает, что вот иногда что-то не ешь, не любишь? Бывает Что не кушаешь, когда не кушаешь? разное что-то не кушаю. Там наедаюсь и не кушаю. Например, котлету. А есть такие блюда, которые не любят? Ну, есть, наверное, есть. Что-то она фрикадельку вроде не ела. По санитарным требованиям температура первых блюд должна быть не ниже 75 градусов, вторых – 65. Роспотребнадзор в прошлом году выявил одну школу в Автограде, где не соблюдали этот режим. Это комбинат питания. Родительский комитет из разных школ пришел сюда, чтобы увидеть, как готовят блюда для их детей. Только в понедельник мэр Челнов потребовал проводить внезапные проверки школьных столовых, а до этого в соцсетях родители планировали запустить флешмоб, что им обещали в меню и что им давали на самом деле. Наряду с плановыми проверками, я думаю, что внезапные проверки со стороны и вашей, и родительской общественности должны быть. Но для этого, я думаю, что щука нужна, чтобы карась не дремал. Нужен контроль. Контроль он никогда не мешал. От строгости еще никто не умер. Поэтому построже нужно быть. Внезапным визит родительского комитета на комбинат питания не назовешь. Он получился показательным. Предприятие обслуживает 131 садик и 78 школ. Также полуфабрикаты доставляют в Заинский район. Ежедневно комбинат обеспечивает питанием 115 тысяч детей. Контроль школьного питания начинается с этой лаборатории. Здесь делают физико-химические и микробиологические анализы, проверяют сырье при поступлении на комбинат и готовую продукцию. За качеством питания следят и надзорные органы. В ходе проверки, если выявляются какие-либо нарушения, обязательно принимаются меры административного воздействия, выдается предписание об устранении причин, способствующих совершению административного правонарушения. В сутки предприятие перерабатывает более 60 тонн продукции. Продукты сезонные, меню сбалансированное. С учетом предпочтений детей убрали некоторые блюда. У нас, допустим, ушел салат из моркови с горошком зеленым. То есть дети не любят, мы его не включаем. Также салат из свеклы с зеленым горошком. Тоже детям в сочетании это не понравилось, мы его не включаем. Ушла у нас запеканка была, запеканка трио называется. Она состоит из картофельного пюре и капусты тушеной. Тоже дети капусту тушеную не очень воспринимают. И морковь там пассерованная. Родителям показали цеха по переработке, приготовлению и хранению продуктов. После – дегустация. То, что мы сегодня увидели, побывав на данной экскурсии, пока это впечатлило, да, замечательно. Пробуемые блюда, да, хорошие, вкусные. Хочется верить, что это действительно доходит и до наших школ. Должна школа помочь детям понять, что правильное питание помогает им правильно учиться, хорошо себя чувствовать, бегать, прыгать. То есть вот именно это нужно говорить. Не надо говорить: ой, вас там, наверное, опять чем-то не тем кормили. Школьное питание – вопрос щепетильный для каждого родителя. Когда сюда придут с внезапной проверкой надзорные органы, уверенность в качестве блюд будет на 100%. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.